Окончив вуз, российские студенты, хорошо знающие китайский язык, могут легко найти работу в Поднебесной. Их ждут практически во всех секторах экономики Китая. Об этом сказал на встрече со студентами генеральный консул Китайской Народной Республики в Иркутске господин Ли Хай. В области образования, то есть у нас есть такие межправительственные механизмы, или комиссии, комитеты, которые регулируют именно сотрудничество в области образования. Это и есть Китайско-российская комиссия по гуманитарному сотрудничеству. А в рамках этой гуманитарной комиссии есть и подкомиссия по образованию в области образования, где секретариат, который находится именно у нас в Китае, Министерство образования Китая, где я более 20 лет. Во время встречи речь шла о важности учебы, о дружбе между студентами разных стран, о взаимодействии межнациональной культуры. Студенты Иньяза смогли попрактиковаться и задать различные вопросы консулу на его родном языке – китайском. Молодежь интересовалась отношениями России и Китая, но особенно вопросы коснулись перспектив культурного и студенческого обмена между странами. Со времен школы я начал увлекаться китайским языком. Я начал самостоятельно изучать, так как мои родители, они тогда еще сказали, что нужно изучать языки, и конкретно я выбрал китайский язык. Спасибо генеральному консулу за то, что ответил на мой вопрос по поводу магистратуры. Я в целом очень доволен ответом. Одним из ключевых направлений работы Тувинского госуниверситета является международное сотрудничество, разработка и реализация совместных образовательных программ. С китайскими же вузами мы реализуем совместно образовательные программы и уже реализовали программы двойных дипломов. Это такие вузы, как Северо-Восточный педагогический университет, где наши ребята обучались и получили диплом. Это вуза помимо диплома Тувинского государственного университета. Это педагогический университет внутренней Монголии в городе Хухато. Кроме того, в ТывГУ функционирует Центр китайского языка, где все желающие могут проходить обучение. Отмечается, что преподаватели Тувинского госуниверситета в рамках экспорта образовательных услуг обучают русскому языку китайских студентов Поднебесной, что способствует развитию межнациональных отношений между Россией и Китаем. Чинчик Ашпукол, Буян Мангуш, Азамат Очур, телеканал Тува 24.